Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мои включили, начинаем? Добрый день, дорогие наши гости и жители столицы Республики Саха-Якутия. Сегодня у нас очередная конференция, посвященная нашим великим сынам якутского народа, которые посвятили свою жизнь, всю себя в воссоздании становления нашей республики. Сегодня у нас конференция называется «Бессмертный наш Максим», посвященный к 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова. И хотим мы сегодня конференцию нашу начать песней, потому что песни, стихи, они на века слагаются нашим великим людям. И их светлым помыслом, и благодаря творению наших поэтов, народных писателей, вначале узнают наши дети о жизни наших великих людях. И начиная с детского возраста, благодаря стихам и песням, они узнают о наших великих людях. И уже по возрасту в школах, они уже на уроках истории, от своих родителей, они узнают о наших великих людях, которые создавали историю нашей республики. Сегодня песня народная, которая обработана Афанасием Татариновым, и исполняет сегодня его земляки Максима Кировича Амосова, представители 21 века. Пожалуйста, сыновья Максима. И сегодня, пользуясь случаем, нам бы очень хотелось знать автора этой песни. Песня, которая
была написана очень давно. И если благодаря нашей конференции кто-то знает настоящего автора, ведь он является сыном не только Намской области, он является сыном всего народа Саха. И воспевали его, нашего светлого, яркого человека, все народы Республики Саха-Якутия. Сегодня наша конференция будет проходить на 2 языках, на 2 государственных языках, и каждый участник просим говорить на том языке, на котором вам удобно говорить, как была проведена исследовательская работа, и что отрадно, великие сыны нашего народа родились в Намском вузе. Мы недавно здесь, в этом историческом зале, проводили конференцию, посвященную Илье Винокурову. Вот. И сегодня мы уже говорим о Максиме Амосове. А сейчас я хочу предоставить слово сыну Намского народа, который сегодня руководит нашей республикой. Это наш спикер Государственного собрания Ильтумен Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев. Это записывается, поэтому мы для того, чтобы через YouTube могли видеть и другие народы нашей республики, в будущем, может быть, исследователи, поэтому мы всегда проводим наши конференции на 2 языках. Ну тогда на русском языке придется, раз записывать. Да. Ну, уважаемые участники конференции, уважаемые мои земляки, дорогие, я от имени Государственного собрания ЛТВ Республики Саха-Якутия, от себя лично, от всего депутатского корпуса вас приветствую с началом открытия данной конференции, которая носит имя бессмертный наш Максим. Мы отмечаем в этом году 100 лет нашей любимой республики со дня основания. Осталось буквально чуть больше месяца, 27 апреля, это будет наш самый главный юбилей нашей республики. И очень символично, что в год столетия нашей республики мы также отмечаем 125-летие основателя нашей республики Максима Кирилловича Амосова, который родился в селе Катарык Намского вуза, и имени которого посвящена сегодняшняя конференция. Я бы, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить коллектив библиотеки, администрацию Намского вуза за то, что вы начали юбилейный год Максима Кирилловича Амосова именно с исторического зала нашей национальной библиотеки, коллектив библиотеки в лице Сардана Васильевна Максимова, ее директора, Намский вуз в лице Юрия Никитича Слепцова, который делает очень многое для увековечения памяти нашего легендарного Максима Кирилловича Амосова. Мы сюда, безусловно, должны подключить для этой работы наш Северо-Восточный федеральный университет, который и носит имя Максима Кирилловича Амосова. Я думаю, что перед юбилейным мероприятием у нас в плане предварительно имеется, что мы проведем большую республиканскую научно-практическую конференцию, посвященную жизни и деятельности Максима Кирилловича Амосова в стенах Северо-Восточного федерального университета. Сейчас у нас идут переговоры с нашим депутатом, ректором Северо-Восточного федерального университета Антонием Николаевичем Николаевым, чтобы начало было проведено первый день в стенах университета, а второй день в виде обобщающего торжественного заседания в стенах Государственного собрания ЛТВ Республики Саха-Якутия. Я думаю, что все сидящие здесь за этим столом активно подключитесь к проведению данного большого мероприятия. Ну, что нужно сказать? Это грандиозный юбилей нашей республики, грандиозный юбилей Максима Кирилловича Амосова. Мы на прошлой неделе отмечали, вернее, проводили организационный комитет, посвященный юбилею Максима Кирилловича Амосова. Он проходил в режиме видеоконференц-связи, наметили все те моменты, которые нужно сделать в этот юбилейный год. В основном все, что запланировано, кроме инвестиционного проекта плавательного бассейна Севернамс, они в той или иной мере будут сделаны в этом юбилейном году. Начало всех работ, в том числе
числе и по строительству, в том числе и тех больших проектов, которые запланированы на его родине, они должны состояться. Было внесено предложение, чтобы до 27 апреля данный комитет в выездном порядке провел свое заседание в Намском УЛУСе. И этот сейчас вопрос проговаривается, мы буквально в половине марта этот вопрос обсудим, вернее сделаем в Намском УЛУСе. С Георгием Михайловичем Михайловым договоренность достигнута. Я как сопредседатель данного оргкомитета обязуюсь буквально, чтобы настойчиво от имени земляков, от имени Намского УЛУСа настаивать, чтобы оргкомитет состоялся на его родине. В селе Намцы, скорее всего, потому что в районном центре нужно будет обговаривать все эти детали. Как сопредседатель Координационного комитета я вам должен донести следующее, что все те моменты, которые связаны с гуманитарной сферой, с выпуском книг, с переизданием книг, с переформатированием нашего спектакля, который у нас имеется в репертуаре Сахатя драматического театра, с выпуском новой книги, которая носит название Сахатя Скеля. В свое время энтузиасты во главе с Афанасием Васильевичем Мигалкиным прошлым летом пришли ко мне и сказали, что есть доклад Максима Кирилловича Амосова, который переведен нашим выдающимся международным писателем Дмитрием Ковновичем Сивцевым, созданным Апланом, но он, к сожалению, написан на латинице, хранится в стенах нашей национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. И его желательно нужно перевести на кириллицу. И эту книгу, которая носит название Сахатя Скеля, а Сахатя Скеля, эту книгу, это название докладу Максима Кирилловича Амосова дал именно Сивцев Дмитрий Иванович Суров Павлом. Тогда он еще был студентом ученического техникума в 1927 году. И вот эту вот книгу нужно будет издавать. На сегодня достигнута договоренность, мы его перевели совместно с Намским УЛУСом и Национальной библиотекой на страницу. Он сейчас уже для широкой аудитории доступен. Включили в перечень плана республиканских мероприятий и в перечень финансирования из государственного бюджета для того, чтобы он тиражом 500 экземпляров был выпущен на свет. Это впервые, так сказать, собственный труд Максима Кирилловича Амосова, в котором он видит перспективы развития, социально-экономического развития нашей республики, будет выпущен, издан, вернее, в этом году. Вот юбилей 125-летия Максима Кирилловича Амосова. И вот такие вот материалы, мы вроде изучали деятельность очень скрупулезно и тщательно Максима Кирилловича Амосова. Многие историки посвятили этому, начиная с Игоря Юрьевича Алексеева. Но такие материалы до сих пор находятся. И очень отрадно и хорошо, что у нас есть энтузиасты такого дела. Я бы, пользуясь случаем, хотел поблагодарить отсутствующего, к сожалению, сегодня здесь Афанасия Васильевича Мигалкина, который нашел следы этого труда, дал нам работу соответствующую, чтобы мы его соответствующим образом подготовили для издания. Сейчас идут переговоры с Сахатро-Мачинским театром для того, чтобы у нас спектакль «Максим» был немного переформатирован и был направлен для молодого поколения, для широкой аудитории 21 века, и чтобы это воспринималось соответствующим образом именно молодым поколением и подрастающим поколением, надо сказать, потому что люди, сидящие вот здесь за этим столом, которые прошли, еще родились в Советском Союзе, они более-менее четко воспринимают все те события, которые происходили в начале 20 века. А вот для молодых людей, которые хорошо, что они здесь присутствуют и вообще являются в нашем будущем, мы должны им дать этот материал соответствующим образом. И для этого мы сейчас коллективом Сахатеатра ведем переговоры для того, чтобы это немного было переформатировано. Они готовы на это. Конечно, это требует соответствующих дополнительных финансовых расходов. Мы, я думаю, что этот вопрос решим. И в каком-то измененном виде этот спектакль опять, я думаю, найдет нового юного зрителя.
Нам нужно будет, уважаемые коллеги, посмотреть другим взглядом, посмотреть на изданные книги, посвященные Максиму Кирилловичу Амосову. Пользуясь случаем, я хотел бы вас всех, сидящих здесь, еще раз внимательно это посмотреть. И если вы посчитаете, что есть необходимость для того, чтобы мы переиздавали эти книги, либо переиздавали другим тиражом, либо эти книги они должны быть с другими дополнениями переизданы, вы, пожалуйста, к нам обращайтесь в комитет. Мы готовы со своей стороны все это сделать возможное, чтобы эти книги были переизданы либо в этом году, либо самое худшее в 2023 году, для того, чтобы они тоже нашли широкого своего читателя. Следующее, по духовно-нравственной части нашего плана мероприятий, нам нужно остановиться, конечно же, на съемках документально-игрового фильма под рабочим названием «Пламенный Максим». Еще при жизни Василия Егоровича Харасхалова у меня с ним были переговоры, и несколько раз мы, опираясь на тот опыт, который делали в свое время к 120-летию Ильи Егоровича Винокурова, у нас была мысль снять фильм. Для этого, конечно, я просил Василия Егоровича, покойного, к сожалению, ныне, чтобы он подготовил соответствующий сценарий для этого фильма. И надо сказать, что Василий Егорович согласился для того, чтобы сделать соответствующий сценарий к этому фильму, но, к сожалению, вы все знаете, что этому не суждено быть. Но, тем не менее, нам нужно будет искать соответствующего сценариста хорошего, творческого человека, для того, чтобы все-таки приступить к этому труду. Потому что фильм, он наиболее доступным языком и в доступной форме именно для молодых людей, для подрастающего поколения должен показать значение, труд, деятельность и все наследие нашего Максима Кирилловича Амосова для них. И нам нужно будет, уважаемые коллеги, очень хорошо подумать над этим, кто может взяться за сценарий данного фильма. С режиссерами предварительные разговоры у нас ведутся. В принципе, если они говорят, что если будет соответствующий сценарий, то как документальный фильм, документально-художественный, либо же в полном понимании этого слова художественный фильм про Максима Кирилловича Амосова, они за этот фильм при соответствующем, опять-таки, финансировании, они готовы взяться. Вот поэтому я в этом историческом зале нашей национальной библиотеки, коллеги, я прошу все-таки обменяться мнениями на этот счет и как предложить какие-то идеи, какие-то варианты решения, для того, чтобы мы со стороны органов государственной власти, со стороны комитета приступили к решениям данного вопроса. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что заслуживает всяческой похвалы то начинание, которое сделано тремя вузами, это Намским, Талькинским, Верхневилюйским вузом, а точнее школами, которые по патриотическому воспитанию, связанными с именами Максима Кирилловича Амосова, Платона Алексеевича Юрского, Василия Николаевича Баракова, которые вот начинаются буквально через несколько дней и носят название «Три легендарных сына Якутии» Максим Амосов, Платон Юрский и Сидор Бараков. Это заслуживает всяческой похвалы, потому что это давно забытое старое, и мы должны это дело и со стороны администрации вузов, и со стороны органов государственной власти республики, со стороны Министерства образования нашей республики его поддержать. Нам нужно будет, коллеги, обратить внимание на некоторые неприятные моменты, которые, к сожалению, имеют место быть. Вы знаете, что недавно в эфире национальной вещательной компании в одноименной передаче «Толпан» выходят некоторые псевдоисторики, надо сказать, и они со своей точки зрения очень нетактично, можно сказать, если мягко сказать, и очень неграмотно интерпретируют историю становления Якутской автономной республики начала 20 века. Дают неоднозначную оценку основателям нашей республики, в том числе и Максиму Кирилловичу Амосову, какова его роль была,
И это ведется во время прайм-тайм, так называемого, когда практически все старшие поколения жителей нашей республики, включая национальную вещательную компанию САХА, являются его зрителями и получают такую соответствующую информацию из уст, я еще раз повторяю, национальной вещательной компании в год столетия основания нашей республики. Соответствующий разговор у меня с руководством этой компании был. Мы замечания от имени Государственного собрания им дали. Они обещали поделиться и в будущем редактировать такого рода передачи. Но я вас прошу, как творческую интеллигенцию и земляков Максима Кидровича Амосова, на такого рода вопросы отвлекаться очень чутко и давать соответствующую оценку. Потому что если не будут соответствующие оценки со стороны общественности, то это, я считаю, недопустимо. Коллеги, я, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что все мероприятия, которые запланированы в год столетия нашей республики, руководством республики принято решение проводить их в полномасштабном порядке. У нас, конечно, с теми большими выездными мероприятиями, которые требуют больших бюджетных расходов, это будет немного сокращено. Ну а те мероприятия, которые посвящены столетию республики, к 125-летию Максима Кидровича Амосова, они будут проходить в полном порядке. С эпидемией, пандемию нам, дай Бог, более-менее благоприятно, если новые волны не будут, то и торжественные мероприятия апрельского, конца апреля, 27 апреля, и наши национальные праздники ДСХ республиканского масштаба и республиканского масштаба, которые проводятся, они все будут проведены на полноформатном очном режиме. Это решение принято, и мы должны к этому соответствующим образом готовиться. Коллеги, я еще раз поздравляю вас с началом нашего разговора. Думаю, что он состоится у нас очень хороший, с соответствующими идеями и соответствующими предложениями. Еще раз вам повторяю, что полномасштабную научно-практическую конференцию, посвященную деятельности Максима Кидровича, нам нужно будет проводить. Я предлагаю это проводить перед юбилеем его в декабре месяце в стенах Северо-Восточного федерального университета с большим участием студенческого, преподавательского, профессорско-преподавательского состава. Ну и какой-то итог мы подведем в стенах Государственного собрания Автономной Республики Саха. Я думаю, что вы в этом предложении меня поддержите. Спасибо. Большое спасибо, Алексей Ильич. И сегодня, я думаю, каждый сегодня участвующий в офлайн режиме и в онлайн режиме примут ваши замечания к сведению. И действительно, как любил говорить наш Антигонов Сивцев Сорнамовдан, народ кюге, кемель кюге. И действительно, общественность у нас должна быть очень активной. И Национальная библиотека также планирует 24 апреля провести тоже конференцию для общественности, для всех слоев населения и в первую очередь для подрастающего поколения. И сегодня вот, продолжая нашу конференцию, я хочу предоставить слово главе муниципального образования Камской ВУЗ Юрию Иннокентьевичу Слепцову. Göbünler birinde tutulaklara Tomustan duran namun Transylvania'dan bu Banka Konfederasya alanından yetiştirdiği birlikte yardım gibi onun konfederasya şirketinde onun bu miktarı yönetimine Son bilgi Республика государственность экономическая среды композитор Захар Петрович Макуров, художник Олесина Сивце, он да туттар вместе на лавр.
Пример работы, то есть по местами не получила государственную политическую деятельность Максим Юрьевич Шевцов. Автономия Сулгар Максим Юрьевич Шевцов весь Антон. На республике Турции был автор комитеттерилер Гали Хамдилигер Пятая Пардалар республике Таряйна Расхавана Баратур. Это Максим Сергеевич Бейтин Хачи Максим Юрьевич Хатарный Лила Спарту он нам могут говорить нам культурно достоверно для идеи. Удана Хатарка Саганеса Тута Хамана Турар Хатару Тоску Атумин Мустрейга бессмертный Максим замечательный таксиара Максим Юрьевич Мусалатов республиканский государственный музей был это самолы чухлые бегали пламенный Максим Юрьевич ролевой кино был генерал оценить любимый Пустой город Киеве спортивная публика республиканская Лухан Муньяу bu автономия на Максим Юрьевич Мусалатов чуть-чуть без антуар библиотекаря конференция может быть ходить темах указанных коллегами это библиотека. Тут постоянно журналам маркетинг сагаттан сагадын государственный киляние Лоханов Рубахтин это маркетинг сагаттан государственный ветеринарный Сахалин российское государство Рубах был Сахалин Россия заставила ликвидировать пускай город комитет истории самоубийства. Кения не было еще на уровне Сахалин родной город будет очень барабин Сахалин родной домой будет на халар ачиктан передвигали фестиваль Лухан для политики Максим Юрьевич Мусалатов республика Утгар автономия на востоке Булгарии Кения Сахаптономия телевизор Сахалин Пускай губерния Хомбурга этидер баллара Максим Юрьевич Мусалатов Лухан Тарацан Туспер республика Булгатин Бахардан Номерный Туспа республика автономия экономическая Хомяга билеген типа просимые бар билеген такке политиктер региондар холбаан популган туралар оны билеген билинге алаячылар отурулган бут республикалык бар боларга индикатив санкылар билген тактар Шүйгөн Максим Юрьевич Норот төлөп булган культуратын калдырарга сайындырарга турган университет билимден балсыканда кыйын Норот кылынан калыптын багарар болду Төрөк культура фольклордун индикатив тутан жакта эдер чакка берекелүү табалактан көргөндөрдө Төндөөн Максим Юрьевич Мусалатов чатык ити өрөк вопростарга эдер кадр таарыга болду Төрөбүт дөдөн таптырга ага састав травастырга ис культура ити өрети вопростара хебилингенге сатыктырдылар Деген чат билля, кем билля болар. Бу төрөт культураны бейт фольклор бүтүн белергер бара кайсыкандан баратынан иштя билети оптуна жакырып. Максим Юрьевич Мусалатов меселен наука күбүгөр, наука билетер телеграм республиканы сайдырган үлени халаамда ол республиканы сайдыда наука тегастан бултачыган кереге. Билгенге Максим Юрьевич Мусалатов ордер наука телеграм үлеле күннет толук дебиле болгонуна үндүгүле наука техникада орамдаган сайты индикеге хабар барлыгы экен. Оттан Максим Юрьевич Сахалин дөнөргөдө сенер болуп олдурар болду. Билген
бүгүнкү бутилен тураркенге сахайын кас бидиога токтаа болоргар үле күчкө барбатагана индикетин улахан проблема ишкутурун чем оле билеген биги кас бидиегенден семейный бизнес нучуган такайтаргар үлене күчкө гытыктаа учен этебин сеттеген Максим Юрьевич сылдыргар сеспитүлерэ олока көлүлөрө тууруларга кини доктора атыстара саратиктер күчкө болуптур. Билген бу боодро болсканда кемге андуга арас каванга Россияны туры терәһбер болуп докторына биги илдар хамут болуп күчкө кини күчкө болуп бу улара хатыр туруга билген биги бар мустaqbilden bilgi olan nere turulukta diye görüyorum. Ondan tülümpler etimede bir sanağın tüpten saklı siyasetlerler, indikliyak olarak Cumhurbaşkanı toplulukta bu olarak her solda bara üleliyaka hamdaka bara respublikanın ilk defa turulukta temsil kayın. Canlıklar olduk maksimum olsa автомобиль билеттер сылдырылымын планы толугу бардын кендерге куйт. Ондан кендерге билетте куйт эрендерге. Тону иш рапорттан макалалар Татьяна Панасина национальный библиотека коллективлар бу анда тереңдеги баратурлар макталуу. Сегодня о Максиме Кировиче Амосове, как герою нашего времени, выступление предоставляется Олегу Гавриловичу Сидорову, кандидату филологических наук, доценту, заведующему кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета, председателю Ассоциации писателей Якутии, известному журналисту России и нашей республики. Он на бүгінгі конференцияға күтті истолар жонға. Уважаемый Алексей Ильич, Юрий Иннокентьевич, Татьяна Афанасьевна, спасибо за организацию этой конференции, этой встречи. Да, у меня тема называется «Максим Амосов как герой нашего времени». Кого же мы называем героем нашего времени? Да? У каждого свой герой. Но очень важно, кого признает своим героем молодежь своего времени. И здесь в числе первых, на мой взгляд, стоит имя Максима Кировича Амосова. И я утверждаю это, основываясь на том неутихающем интересе со стороны молодежи к его личности и к его делам. Я в своей книге о Максиме Амосове привожу несколько примеров. Я хочу привести их, повторить здесь. Так было и в годы коммунистического строя, например, поступок Афанасия Васильевича Мигалкина. В советские годы употребить оценочные прилагательные «видный» и «выдающийся» без соизволения вышестоящих партийных органов было сродни нарушению партийной дисциплины. Партноменклатура, бюрократия очень болезненно относились к таким оценкам. Только после начала перестройки наметились изменения. А это в тогдашние времена имело немаловажное значение. Вплоть до 1987 года Максима Кировича удостаивали только эпитета «видный деятель партии», без указания даже государственный деятель. Первый раз на официальном уровне выдающийся государственный был применен название семинара «Жизнь и деятельность Максима Кировича Амосова» благодаря братьям Мигалкиным, лидерам молодежи из когорты молодых политиков и руководителей, выдвинувшихся в годы перестройки и гласности, и для которых Максим Амосов был образцом политика. Александр Васильевич занимал тогда пост секретаря обкомола, а Афанасий – первого секретаря райкомола Мигино-Кангаласского района и был инициатором проведения семинара. Но несмотря на то, что было решение обкома комсомола за подписью первого секретаря Виталия Никифорова, райком партии потребовал убрать с программы слово «выдающийся». Таковы были
Такова была советская действительность. Доходило с сегодняшней точки зрения и до курьезов. А в то время это могло обернуться порицанием, если не выговором. Например, как мне рассказывал Афанасий Васильевич, летом 1987 года он повесил над своим столом в кабинете портрет Максима Кировича Амосова. Через какое-то время об этом было доложено в Якутск. А оттуда уже обком партии не поленился, снарядил проверяющего инструктора, который спросил Афанасия Васильевича, хмуро посмотрев на портрет Максима Кировича: а где портрет Ленина? Только находчивость Афанасия Васильевича спасла его. Он ответил: в сердце. Присвоение имени Максима Кировича Амосова в 1990 году постановлением Президиума Верховного Совета Российской РСФСР за подписью Бориса Николаевича Ельцина и сохранение в Федеральном университете в 2010-2011 годах имени Максима Кировича Амосова имели колоссальное значение для якутян и, уверен, для воспитания патриотических чувств студенческой молодежи. Интерес к его личности, интерес к истории республики. В конце 1990-х годов публицист, переводчик и редактор Валерий Луковцев, один из лидеров Союза молодой интеллигенции, инициировал издание книги «Максим Амосов. Политический и государственный деятель тюркских народов СССР», составителями которого вместе с ним выступили Платон Слепцов и Александр Николаевич Жирков. Книга увидела свет в 2001 году. А в декабре 2009 года молодые люди по своей инициативе и на свои средства сняли небольшой любительский фильм о Максиме Амосове. Николай Татаринов, тогда студент 5-го курса исторического факультета Якутского университета, и Артем Яковлев, студент 4-го курса физико-технического института. А в 2012 году Николай переснял этот фильм, который с успехом демонстрировался в стенах Северо-Восточного университета. Почему был такой интерес со стороны студентов? На мой вопрос Николай Татаринов ответил так, объяснил свой проект. Наверняка у многих молодых людей когда-нибудь возникал вопрос, кто такой Максим Амосов. Ответ на который, как оказалось, не так легко найти. Да, можно пойти в библиотеку и углубиться в изучение биографии человека, чье имя носит университет. Но, скорее всего, любопытство студента ограничится просмотром информации в просторах интернета. К сожалению, ее там критически мало. Университету нужен документальный фильм о Максиме Амосове, который можно будет показывать каждому первокурснику университета. Это Николай объяснял так свое решение 2009 года. Молодой человек должен знать, что и до него что-то было, что человек начала 20-х годов 20 века не сильно отличается от человека начала 21 века, что он также метался и в душевных поисках, мечтал, боролся и страдал. И в этом мы не отличаемся. Молодежь должна знать и помнить, сколько мы обязаны простым якутским парням Максиму Амосову, Платону Юрскому и Исидору Барашеву. Это я процитировал слова Николая Татаринова. В чем секрет популярности Максима Амосова в Якутии? Да, это можно объяснить. Обратимся к мнению, опять же, Николая, молодого человека. Главная мысль, которую я хотел передать своим фильмом, это показать жизнь Якутии до и после принятия автономии. С приходом молодого, смотрящего в перспективу руководителя в жизни региона произошел огромный скачок. И произошел он в течение каких-то 10-15 лет, отмечает Николай Татаринов. Так как Максим Амосов сделал упор на образование коренного населения, и к концу 20-х годов в Якутии было уже около 500 молодых людей, получивших образование за пределами республики. В истории всегда можно найти и героические свершения, и примеры того, что способно воодушевить народу и торжество справедливости и силу духа.
Максим Кирович Амосов, Прометей народа Саха, так озаглавил свое выступление в 2007 году на конференции, посвященной 110-летию Максима Кировича Амосова, Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент. Далее Михаил Ефимович обосновывает свое восприятие Амосова. У каждого народа есть историческая личность, олицетворяющая его сущность. Такой личностью для якутского народа был Максим Кирович Амосов. Он воплощение моего народа, его стремление к свободе, справедливости и счастью. Опубликован в 1988 и 1992 годах, соответственно, Алмате и Якутске, монографические исследования жизнедеятельности Максима Амосова получили символические названия: легендарный Максим Хамидуллина и Максим Яркий Макарова. Авторы выбрали названия своих книг очень удачные эпитеты, которым Максима Кировича наделили его соратники и друзья, характеризуя его человеческие качества, организаторские и ораторские таланты. Чем привлекателен Максим Амосов в наше время, чего учит его жизненный путь, тем ценна для современности его жизненная борьба. Подчеркнуть то, что он занимает особое место среди общественно-политических деятелей Якутии и всех национальных регионов тогдашней РСФСР не только по тем должностям, которые он занимал, а в первую очередь масштабом своей личности, видением будущего развития регионов, которым руководил. Максим Кирович, выросший в глубинке, получивший свое первое образование в Якутске, сумеет разобраться и понять тенденции тогдашнего развития, уловить ветер перемен, наступивших первые десятилетия 20 века во всех областях человеческой деятельности. Он блестяще закончил Якутскую учительскую семинарию, которая стала фактической альма-матерью Якутской автономной республики, свободомыслия и дискуссионности. Учеба в семинарии привила ему вкус к чтению, знаниям, постижению неизведанного. Вместе с ним в те годы учились Платон Аюнский, Степан Жаков, Исидор Барахов, Степан Васильев, Михаил Ксенофонтов и другие известные деятели. То есть целая плеяда молодых людей, которые через всего лишь 5-6 лет станут во главе партии большевиков и придут к власти в Якутской области. Жажда познания, стремление самому разобраться и понять у него сложилось еще с ученических лет. Он пишет в своих воспоминаниях о том, как он воспринял весть о февральской революции. Мы воспламенились и на следующий же день с жадностью набросились на русское слово, дни и другие газеты, стараясь вчитаться между строк. У него постепенно на всю жизнь выработался исследовательский, вернее, научный подход ко всему, что вызывало его интерес. Прежде чем начать решать проблему или поставить вопрос, он всегда изучал всю доступную научную литературу по этой теме. Этот аналитический подход к актуальным вопросам и все эти качества новатора он сочетал с пониманием и уважением к труду и образу жизни своих сельчан. Он стремился, чтобы жизнь Якутии развивалась по законам и требованиям прогресса, достижениям науки и техники. В 1925 году в статье «Задачи исследования Якутии» он пишет: «И прежде всего Якутия должна познать себя. Она должна познать свои природные и человеческие ресурсы, свою историю, свою культуру, чтобы строить новую жизнь и готовить будущее. Якутия должна знать свое прошлое и настоящее для того, чтобы найти пути к развитию производительности своей страны». Тем не актуальны эти слова и сегодня. 25 апреля 1924 года, понимая свои цели и задачи, Максим Кирович обращается в Академию наук СССР с просьбой организовать комплексную научно-исследовательскую экспедицию для изучения естественных производительных сил Якутии. Уже в следующем, 1925 году, была организована беспрецедентная в истории Академии комплексная экспедиция. А здесь я хотел бы процитировать российского историка, члена-корреспондента Академии наук Горюшкина. Он подчеркивает: было бы неверно сводить всю работу по изучению производительных сил Якутии лишь к деятельности Академии наук и ее комиссии. В этой работе участвовали и другие ведомства, например, Геологический комитет, Союзное географическое общество. Но главное, ученым
большую помощь оказывало местное население. Напомним, что с инициативой исследования выступили сами якуты. Особенно велика роль председателя Совнаркома Республики Максима Кировича Мосова. Он вошел в президиум комиссии и получил, вот здесь я подчеркиваю, получил полномочия направлять работу отрядов экспедиций, а при необходимости изменять их программу и маршрут. То есть Академия наук признавала его подготовленность к таким исследовательской работе. Автономный статус или государственность Якутии таким образом способствовала ускорению научных исследований, созданию научных институтов и доступности образования, улучшению социальной сферы, развитию экономики и транспортной инфраструктуры. Максим Кирович запомнился современникам и соратникам по своим человеческим и интеллектуальным качествам. Его отличало от многих его коллег-революционеров открытость характера, душевное отношение к людям, поиск лучшего решения и, самое главное, неподдельный искренний интерес к языку, истории и культуре народа. Известно, что Максим Кирович, кроме якутского и русского, свободно владел 7 иностранными языками: татарским, казахским, киргизским, узбекским, немецким, английским и французским. Он оставил статьи и письма, выступления и доклады. В его трудах встает перед нами образ романтической и бескомпромиссной души человека. Не иссякает интерес к его трудам. Его статьи и письма – это бесценные документы эпохи. В чем же секрет его современности? Да, Максим Кирович сделал головокружительную карьеру для парня из маленького якутского села. Он внес свою лепту, и притом немаловажную, для становления государственности 3 республик. Одной Якутии в составе тогда теперь Российской Федерации, и 2 других, Казахстана и Кыргызстана, тогда в составе СССР, теперь самостоятельных, независимых, суверенных государств. Можно ли это назвать феноменом Амосова? Я думаю, да. Максим Кирович Амосов не только герой революции и становления новой власти, но он символ борьбы за права народа на самоопределение и за свою государственность. Возможно, урезанной, неполной, но все-таки дававшей возможность стать на путь современного развития. Так сложилось, что модернизация Якутии, ее пути по пути прогресса связано с советской властью и с именами Максима Амосова, Платона Юнского, Сидора Барахова и их соратников. Максим Амосов воспринял весь революционный 1917 год и идеи, которые всецело овладели тогда массами, как возможность модернизации своей родной Якутии. И он взялся за это с энтузиазмом и энергией. Максим Кирович, его соратники, друзья, Платон Юнский, Сидор Барахов, Степан Аршаков, Степан Васильев и оппоненты в разные годы их деятельности, и это Георгий Ефимов, Павел Ксенофонтов, Михаил Артемьев, Леонид Рязанский и многие другие, представляли собой новое поколение якутян, народа Саха, выросшего на стыке 2 веков и первое десятилетие 20 века. Но судьба была неблагосклонна к их поколению. Она прошла косой по ним, которой они ни в чем не были виноваты, разделив их на противодействующие лагеря, перемолов годы гражданской войны и сталинских политических репрессий. Они осветляли тот позыв к новой жизни, охватившей массу в начале 20 века. И самое главное, они выбирали тот путь, те решения в сложившейся ситуации в интересах развития родной республики. Заслуга Амосова, Юнского и Барахова в том, что они показали пример, как можно добиться больше прав и реализовать возможности, которые дают время, власть, политика для развития республики и народа. 1920-е годы, самые даже лютые лета военного коммунизма и гражданской войны, одним из самых главнейших вопросов для команды Амосова, Юнского, Барахова оставался в современных нам понятиях вопрос развития человеческого капитала. Они смогли направить острие революционной борьбы на созидание. Только в первые годы руководства Якутии, например, было принято без прецедента по тем сложным бедственным временам, я бы даже сказал, мужественное решение.
Цитирую из хроники. Помощь Иркутскому государственному университету СНК ЯССР постановил оказывать Иркутскому государственному университету от ЯССР ежегодно в размере 2 миллиардов рублей. Это понятно по тем деньгам, да? Об этом сообщалось 1 августа 1922 года в газете «Автономная Якутия». И в этом же номере помещено объявление. Доводится до сведения, что имеются 2 казенные стипендии. Одна для правоведа, другая экономиста. Лица, желающие получить образование по указанным специальностям, подают заявление в Народный комиссариат просвещения. Все, что предпринимало в те годы правительство автономной Якутии в области образования и науки, это шаг вперед и вклад в развитие человеческого капитала. Память она разная, историческая, национальная, и иногда память избирательна. Остаются в истории имена Чингисханов, Наполеонов и Сталинов. Остаются имена первопроходцев и основателей, созидателей, мудрецов и художников. В национальной памяти народа Саха закономерно остаются основатели автономной Якутии, но не и в памяти российской, как участники важнейшего этапа создания новой российской государственности. Максим Кирович Амосов, как и его соратники, по установлению статуса автономной республики, в памяти народной навсегда. Во все годы хранили, изучали политики, ученые, писатели, журналисты, краеведы и общественники. Жизненная деятельность Максима Кировича как государственного общественно-политического деятеля делится на 2 основных периода – якутский и казахско-кыргызский. Он успешно работал в Казахстане, возглавляя крупнейшие области. Ему выпала честь стать первым руководителем Кыргызской союзной республики. Да, придет большой террор 1937 года, потом и 1938. Заклеймят врагом народа, расстреляют и установится полоса умалчивания его имени, его дел. И только 28 апреля 1956 года наступит тот день торжества справедливости и реабилитации. Значит, тоже короткая цитата, да? Приговор военного коллегии Верховного суда СССР от 28 июля 1938 года в отношении Амосова Максима Кировича по вновь открывшимся обстоятельствам отменить и дело прекратить за отсутствием состава преступления. Максим Кирович, как мог, доступными средствами противостоял этому террору и термидору чекистского сталинскому в 1927 годах. Практически прогнанный с родной земли, он ехал долгими днями и ночами по бескрайней России за правдой, надеясь на справедливость. Но встретил только милость царскую, что с другой стороны открыла для него новые возможности. Но тоска по родине, ноющая боль никогда его не покидала. Максим Кирович пытался побороть это зло, зажавшее в своих тисках страну годы террора. Находясь в Кыргызстане, заняв первый пост республики, он попробует противостоять истреблению национальных кадров и интеллигенции. Он не мог молчать. Подробно кыргызский период кануна его ареста исследовал доктор исторических наук Игорь Егорович Алексеев. Игорь Егорович приводит письмо наркома НКВД Четвертакова Ежову, в котором излагается позиция Максима Амосова по защите национальных кадров Кыргызстана. Из письма тоже Четвертакова цитата. На 9-м пленуме обкома ВКПБ Киргизии товарищ Амосов зачитывал резолюцию февральского пленума ЦК о работе НКВД. Я подошел к товарищу Амосову и сказал ему, что мне кажется, что те места резолюции, где говорится о том, какие меры должны быть приняты в деятельности органов НКВД по борьбе с врагами, зачитывать не нужно, так как в зале сидят люди, которые в ближайшее время будут репрессированы. Товарищ Амосов на это возразил и заявил, что теперь о НКВД можно говорить все что угодно. Возможно, Максим Кирович таким образом попытался предупредить сидевших в зале людей о грядущем ужесточении репрессивной политики НКВД. Эта последняя позиция Максима Кировича на защиту национальных кадров не понравилась халуям сталинщины,
республиканская газета «Советская Киргизия» в сентябре писала об Амосове. Нетерпимо гнилую политику в деле борьбы с буржуазными националистами ведет секретарь ЦК КПБ Киргизии товарищ Амосов. Он брал под защиту разоблаченного националиста Айтматова, это отец Тенгиза Айтматова, пытался протащить его в состав ЦК, замазывал факты обвинения, предъявленного врагу народа Исакиеву, и также защищал его. Но правда восторжествовала. Родина Якутия, Республика Саха, семья, супруга Раиса Израилевна и дочери Аэлита, Яна, Лена, земляки возрождали его имя, хранят и берегут, несут эту память и его правду грядущим поколениям. Подлинное возрождение увековеченное его имени в Казахстане и Кыргызстане продолжилось во второй половине 2000-х годов. Мемориальная доска Петропавловске, памятная доска и бюст в Бишкеке, мемориальные доски в Москве на стене Паспрецова, памятник на Коммунарке. И в год столетия автономной республики мы должны вспомнить имена всех, кто отстаивал самостоятельность и самоопределение Якутии и участвовал и готовил автономную республику. Это имена Егора Николаева, Василия Никифорова Тюльмира, Гаврила Ксенофонтова, Семена Новгородова, братьев Аросиных, Алексея Кулаковского, Секуляр, Анибалиста Сафронова Лампа, Алексея Широких, Екатерифора Игасова, Кузьму Гаврилова и других. Жизнь каждого из них героическая и трагическая. Да, они были детьми своего времени, с ошибками и достижениями, но они остаются для поколения якутян героями нашего времени. Во все десятилетия прошедшего столетия и во все периоды бушующей истории нашей страны они остаются героями нашего времени. И о каждом из них мы должны вспомнить и поклониться их памяти. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Я думаю, что проделана большая исследовательская работа. И, как говорил Алексей Ильич, научная конференция, которая пройдет в апреле месяце, да? В декабре месяце будет, наверное, очень такой острой, актуальной. И наша молодежь сегодня должна понимать о том, что уже в 19 лет Максим Кирович Амосов, Максим в то время, уже мыслил по-государственному. У него были идеи, помыслы. И пользуясь сегодня тем, что Алексей Ильич вместе с нами участвует на конференции, я как человек, который работает с подрастающим поколением, испытываю большую нехватку информации о наших памятниках, архитекторах. И это же, когда приезжают гости или дети приезжают из разных вузов, мы здесь стараемся им рассказывать. Да? И в печатном варианте, не в интернете, вот эта вот часть у нас немножко отсутствует. В каких местах, где какие памятники, из скульпторов, кто работал. И я вот очень попрошу сегодня всех наших участников поработать в этом направлении, потому что памятники всегда являются путеводителем для гостей, и для подрастающего поколения. И пока они будут начинать работать в библиотеках или в исследовательской работе, этого не найдут. А все-таки показательная часть, вот, допустим, телевидение, радио, на улице вот эти все памятники, они являются самым доступным средством популяризации наших великих деятелей. Я считаю, что наша республика очень повезло в связи с тем, что у нас всегда в политической арене работают люди с перспективным мышлением. И поэтому в нашей республике есть национальная компания, библиотека, аудиовизуальные наследия, которые хранят, у нас хранилище есть, да? Есть наш национальный архив, национальное книгоиздание. Это я считаю, что на сегодняшний день это большое достояние нашего народа, о котором мечтали наши выдающиеся деятели нашей республики. Совсем молодые годы они мечтали о том, чтобы сегодня наша Якутия, вот что имеет, она имеет благодаря нашим государственным деятелям, основоположникам нашей автономной республики. Да? И сегодня я хочу предоставить слово на тему «Личный архив Максима Кировича Амосова» в Национальном архиве
почетному архивисту Российской Федерации, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, заместителю директора Национального архива Республики Саха-Якутия Наталье Николаевне Малышевой. И хочу сразу поблагодарить, что Наталья Николаевна всегда с нами работает, хотя они, наверное, очень заняты, и когда каждый представитель разных вузов, юных корреспондентов приезжает в Якутию, мы всегда обращаемся в Национальную библиотеку, в Национальный архив. И в этом году, из-за пандемии, у нас нет такого расширенной работы офлайн с подрастающим поколением. И благодаря Светлане Васильевне мы сегодня имеем возможность через площадку Национальной библиотеки выходить на все школы республики, на подрастающее поколение и, конечно, на наших жителей, которые интересуются сегодня жизнью и деятельностью наших великих сынов республики. Пожалуйста, Наталья Николаевна. Поскольку я работаю в Национальном архиве, конечно, хочется рассказать о личном фонде Максима Кировича и рассказать, каким образом он попал, как он пополняется и сколько теперь Национальный архив хранит документов в личном фонде Максима Кировича Амосова. Если на сегодняшний день в Национальном архиве хранится 1 412 000 единиц хранения на 8 носителях и на 19 языках народов мира. И личный фонд Амосова, конечно, является национальным достоянием нашей республики, бесценным достоянием. И как каждый личный фонд, хранящийся в архиве, представляет определенный научно-исторический, но и практический интерес. И бережно сохраненные несколькими поколениями архивистов, а ныне хранящиеся в Национальном архиве, документы достаточно широко введены в научный оборот. Эти богатейшие материалы являются не только социально-историческим памятником своего времени, но и источником изучения роли отдельных личностей в истории нашей республики. Это Сидор Никифорович Барахов, Платон Алексеевич Аюнский, Степан Максимович Аржаков и другие соратники несомненного лидера людей новой формации начала 20 века Максима Кировича Амосова. Сейчас вы на экране видите фотографию, когда в 1987 году Яна Максимовна посетила партийный архив, и весь коллектив партийного архива, всего-навсего, эти люди работали тогда в партийном архиве, заведующий Лаглаев Василий Гаврилович, сидит справа, Василий Николаевич Гуляев, который всю свою жизнь посвятил изучению жизни и деятельности Максима Кировича, будучи студентом Московского историко-архивного института он начинал. Следующий там Эдуард Егорович Грязнухин, он тоже почти 30 лет проработал в архиве. Стоят 3 архивариуса партийного архива. Вера Никоновна Гаврилева, она проработала 50 лет, в прошлом году ушла на пенсию в одном архиве. Представляете, сколько лет, то есть молодые люди, и ни одного дня, как говорится, не пожалела, и глаза горели, как говорится, до ухода на пенсию, потому что профессия архивиста, она все-таки, я считаю, такая очень уникальная, в плане того, что мы храним прошлое, живем настоящим, показываем выставки свои, книги выпускаем в настоящем, а работаем на будущее. То есть мы комплектуемся документами сейчас, чтобы эти документы потом пришли в архив и посмотрели исследователи будущее. Так, пойдем дальше. Всего в 24 года Максим Кирович стал у истоков партийного архива. 20 мая 1921 года Всесибирское бюро Испарта выдало Амосову мандат, уполномачивающего организовать Якутское губернское бюро Испарта. Это комиссия по изучению истории социалистической революции, истории Якутской организации РКПБ. И таким образом Максим Кирович стоял у истоков партийного архива, затем Центра документов новейшей истории он назывался, филиал Национального архива, а ныне с 2006 года он в составе Национального архива, где по праву хранится его личный фонд.
Ну и в последующем не только Максим Кирович Аммосов, но и те лидеры, которые стояли у истоков государственности, они очень внимательно относились к документам. Ни одна бумажка маленькая, с записками, с какими-то пометами, не говоря о их докладах, выступлениях, они все сохранились и были переданы вот тогда в партийный архив. В ноябре 1934 года заведующий отделением Центрального партийного архива Иван Андреевич Мигалкин отправил Аммосову в Петропавловск-Аргандинской области телеграмму с просьбой передать его личный архив, оставленный им вот перед отъездом в Москву в 1928 году в Центральном архиве. И уже 29-го была получена ответная телеграмма. Он писал: «Мой личный архив, оставленный на хранение Центр архива, разрешаю передать партархиву. Прошу о передаче меня уведомить». И уже 25 декабря заведующий Центральным архивным управлением Назаров пишет записку, передаваемую в партийный архив документов. Согласно телеграммы Аммосова, препровождается личный фонд Аммосова без всякого описания в том именно виде, в каком он поступил от него. И в отчете Якутского отделения Центрального партийного архива за 1934-36 годы указано, что эти документы были описаны, то есть систематизированы и подшиты. Ну, сами понимаете, что после репрессий 30-х годов архив Максима Кировича многие годы лежал на спецхранении без права использования. И впервые научно-техническая обработка и при составлении описи были проведены накануне официальной его реабилитации в ноябре 1955 года. И по акту о проведении обработки было записано: обработка личных архивов Барахова, Аммосова считать законченными и принятыми в партийный архив Якутского обкома, а также им присвоить номера. И в декабре 1985 года партийным архивом, теми как раз вот людьми, сотрудниками, которых видели на фотографии, была завершена новая научно-техническая обработка дел, в результате которой составлена опись номер 1 личного фонда Максима Кировича Аммосова. В этой данной описи документы систематизированы по хронологии с 1908 года по 1928. Затем идут документы, поступившие по запросам партийного архива и других архивов, частных лиц и позднее приобщенные к фонду. Ну и все этапы многогранной деятельности Максима Кировича, раскрывающие его как цельную, сильную личность, пламенного патриота и выдающегося политического и государственного деятеля, можно проследить по этим документам. Первая группа документов, вот уже видите, это ученические тетради, дневники, свидетельства об успехах ученика 4-классного городского училища, затем Якутской учительской семинарии. Всего 17 дел. Ну, они в достаточно хорошем состоянии, свидетельствуют о прекрасных способностях мальчика, юноши, не только к языку литературы, но и точным и естественным наукам. Ну, вот видите, какая тетрадь по черчению. Можно просто, как говорится, позавидовать, какая скрупулезная работа. Совсем недавно я прочитала, что в Китае на высокую государственную должность принимают только тех людей, которые прекрасно пишут каллиграфию. Они считают, что только тот человек, который красиво пишет и правильно, наверное, да, с их точки зрения, красиво, он, во-первых, приобщается к высокой культуре, значит, он, скажем так, скрупулезный, ответственный, и это же не просто рисовать каллиграфию. Я думаю, что Максим Кирович бы вот этот тест прошел на ура. Так, ну следующая группа документов – это статьи, доклады, выступления, записи Аммосова. Это 8 дел за 1919-23 годы. И тут же хранится в деле 88-м, в июле 22 года Аммосов обратился с письмом к якутской интеллигенции, которая сыграла определенную роль в ликвидации антисоветского движения. В фонде отложились 10 брошюр. Например, интересна брошюра резолюции постановления Первой Всекиргизской конференции РКПБ 1921 года.
на титульном листе которой подпись Аммосова, а также запись архивных работников. Следовательно, эта брошюра принадлежала Аммосову до его отъезда в центр, за 10 лет до его работы в Киргизии. И, наверное, в этом есть какая-то символичность. А дело 49 представляет собой копию письма Веленского в Сибирь с благословением Ильича направлен Аммосов. На него возлагаются контролирующие обязанности по всей экспедиции. Кроме того, переход важно обставить особенно тщательно, так как в случае несчастья мы потеряем одного из ценнейших инородческих деятелей, пишет Веленский. Документы за 19-20 годы, отражающие деятельность Аммосова в Красноярской и Омской губерниях, собраны в деле 52. По-своему интересен документ 64, к сожалению, тут не представлено. Он называется «Домовая книга номер 33 по Большой улице». Это национализированный дом Никифорова. В ноябре 1920 года в списке проживающих в этом доме значится номер 7 Иванов И.И., 22 лет, член и секретарь Губревкома. Номер 8 Аммосов М.К., 23 года, председатель Губревкома, прибывший из Иркутска в июне 2020 года. И номер 11 Слепцов Платон Алексеевич, 27 лет, член Губревкома, прибыл в июне из Томска. Вот они жили в одном доме. Материалы к объявлению автономии, несколько дел, подлинники и копии документов о постановке вопроса перед Сюбюро и ЦК РКВП. Об этом, надеюсь, в этом году будет рассказано очень много. Значительная группа документов, 18 дел, это переписка Аммосова с Аюнским, Бараховым, Ярославским, Атласовой, Потаповыми, Редниковым и другими. В 1968 году из Института истории партии при ЦК КП Казахстана получены копии документов об утверждении Максима Кировича в феврале 1932 года секретарем Западно-Казахстанского обкома и его доклады, речи, выступления за 1932-1934 годы. Из ЦПА, Центрального партийного архива при ЦК КПСС, в 1961 году представил по запросу редакции газеты «Кым» фотокопии из личного дела Аммосова, личный листок по учету кадров и автобиографию от 1936 года. Воспоминания об Аммосове оставили Кольштейн, Константинов, Захаренко, Горчаков, Атласова, Юрневич и Иволгин, Яковлев. Это дела 106 и 109 за 1959-1972 годы. В настоящее время по описи номер 1 значится 117 дел за 1908-1972 годы. В дальнейшем фонд Аммосова пополнялся документами, переданными его родными из других архивов и частных лиц. Опись номер 2, 44 единицы хранения за 1925-2002 годы, это документы из личного архива Азгадулы Гибадуловича Хамидуллина, который написал легендарную книгу. Там была фотография, молодой человек, пожалуйста, книга, легендарный Максим написал эту книгу. И что интересно, эти документы в 2001 году, 4 апреля, по акту приема передачи начальника управления пенсионной службы РФ по республике, депутату Госсобрания Роберту Афанасию Бурнашову в присутствии комиссии в составе председателя Комитета по науке, образованию, культуре и здравоохранению Госсобрания Ултумен Александра Николаевича Жиркова, доцента ЯГУ Слепцова, представителя в Республике Казахстан Валерия Жукова и главного специалиста представительства Республики Казахстан Лилии Петровой. Эти документы были выкуплены Робертом Бурнашовым и переданы безвозмездно на государственное хранение. В эту опись включены рукопись этой самой книги, машинопись с справками автора, целых 3 варианта. Рецензии историков на эту книгу, статьи Хамидуллина, копии документов, выписки о жизни и деятельности, переписка с Цугель и дочерями Атласовой, Юрневич, Жирковой, писателями, журналистами, историками Якутии. Опись 3. Это документы переданы Леной Максимовной Аммосовой, тогда филиал Национального архива Республики. Это рукописи
Амосова. Курсовая работа во время учебы в Институте Красной Профессуры. Автобиографии, статьи, доклады, карандашные рисунки, списки неопубликованных работ, материалы их биографии, дела членов его семьи. Переписка их со школьниками Якутии и родственниками, знакомыми. По описи номер 4 за 1922 год хранится записные книжки с автографом Амосова по подготовке к докладам, копиями телеграмм якутской группировки ЦК КПП со списками литературы и другие. Так. И в связи с 110-летием Амосова по инициативе Лены Максимовны в архивах Киргизии и Казахстана была проведена большая системная работа по выявлению, отбору и копированию документов о деятельности Амосова. Всего было выявлено 276 документов, отксерокопирован 1361 лист с удостоверяющими печатями и подписями руководителей архива. К юбилею также был приурочен женский автопробег, и они тоже передали 62 документа на 149 листах. Таким образом, в опись 5 включены 64 единицы хранения. Это копии документов о деятельности Амосова в Казахстане и в Киргизии. В настоящее время в личном фонде Амосова по 5 описям хранится 267 единиц хранения за 1908 и 2011 годы. Ну и работа по комплектованию архивного фонда Республики Саха-Якутия продолжается. Буквально в декабре прошлого года, 2021, по настоянию первого заместителя председателя Госсобрания Александра Николаевича Жиркова состоялась командировка меня и Айталины Афанасьевны Захаровой. Там фотография была. Лена Максимовна, вот, Айталина Афанасьевна. Это правда, конечно, бытность еще, когда Лена Максимовна приезжала и смотрела документы в хранилище, и Айталина Афанасьевна ей показывала вот эти фото. Да? Ну и в план привезены из Москвы Владимир Михайлович Гольберг, супруг Лены Максимовны, любезно передал нам документы, и привезены документы в 16 папках по даточной описи по 13 наименований. И в план работы Национального архива на этот год включено упорядочение документов личного происхождения этих документов Лены Максимовны Амосовой, которая продолжила дело своей матери Раисы Израилевны, и по увековечению имени мужа и отца видного государственно-политического деятеля союзного масштаба Максима Кировича Амосова. Ну, благодарю за внимание, и вот отрадно видеть, что Лена Максимовна и Яна Максимовна, они успели побывать в архиве, посмотреть личный фонд, как мы храним. И вот Лена Максимовна, как говорится, все вот эти вот годы потихоньку передавала документы Максима Кировича и документы по увековечению памяти Национальный архив. И мы очень гордимся тем, что именно в Национальном архиве хранится личный фонд основателя государственности нашей республики Максима Кировича Амосова. Спасибо. Благодарю вас, Наталья Николаевна, за очень содержательное выступление. И, как мы уже говорили, что для простого народа всегда, когда видишь своими глазами, слышишь своими ушами, оно доходит быстрее. И для этого, конечно, в каждом государстве интерес всегда вызывают музеи. И сегодня мы хотим предоставить слово для выступления на тему вклад Максима Кировича Амосова в развитие государственности Якутии, Казахстана и Киргизии Александру Васильевичу Кириллину, директору Республиканского музея истории и государственности имени Максима Амосова. Я думаю, что Намский улус является самым посещаемым улусом, и благодаря Юрию Легентьевичу мы в этом году организовали в период пандемии с разрешением многих органов власти посещение 22 улусов народных мастеров, и были очень благодарны Александру Васильевичу за то, что он очень содержательные выступления сделал даже по всему
Амскому областу. Спасибо. Спасибо, Татьяна Афанасьевна. Чуть исправлю и директора, заведующего музеем. Ну, разрешите поздравить вас от имени нашего коллектива с началом работы этой конференции. И отзываясь на просьбу Алексея Ильича Еремеева, я скажу, что вот Наталья Николаевна сказала о фондах в Национальном архиве, а у нас в музее Ярославского имеется больше 700 музейных предметов, принадлежащих лично Максиму Кирилловичу Амосову. Поэтому, может быть, стоило выпустить или брошюру, или с фотографиями этих документов, или в каком-то интерактивном варианте, или, может, в виде диска, чтобы пользователи могли использовать эти материалы о предметах Максима Кирилловича Амосова в своих выступлениях и так далее. Ну, тема моего выступления, она для большинства присутствующей молодежи может быть не очень интересная, поэтому я попробую немного разбавить с теми элементами, которые касаются лично Максима Кирилловича Амосова. Ну, с названия видно, что и музей носит такое имя Максима Кирилловича Амосова и освещает историю государственности. Ну, у всех народов вопрос государства – это самый главный вопрос. Вы до сих пор знаете, что некоторые миллионные народ численностью миллионов не имеют свое государство. Это, конечно, большая беда. А мы в 22 году получили свое государство, имея всего-то там 300 тысяч населения, да? Вот о чем можно подумать. Ну, еще второй вопрос – это сколько времени, если вот читать с архивных документов, длилось это время достижения, о котором вот Юрий Иннокентьевич сказал, что все начиналось в 1642 году, когда наамский князь Махнама получил, что получил? Обещанную печать, государственную печать с 3 узлами для управления своими сородичами. Это был первый шаг со стороны якутской воеводы, то есть представителя царя, местника на самоуправление. Вот с этого времени, если посчитать, 280 лет, то есть 300 лет мы этого добивались. Да? И вот если немного ударить намским себе в грудь, то после получения печати государева Мамаха Намова, его сын Ника Мамаха, вот как Олег Гаврилович тоже отмечает это, первую якутскую делегацию возглавил именно намский князь Ника Мамаха в 1660 году. В 1959 уже началась работа. Написали челобитную царю, но поездка не состоялась, но ответ был получен, разобраться в воеводе по этим вопросам. Это уже был большой плюс. Второй плюс. И третий плюс, о котором многие не знают, даже ошибочно думают, что руководителем третьей делегации был Мазарик Базеков. Это тоже не так. Вот материалы опубликовал Василием Николаевичем Ивановым. Они вот не получили такого большого распространения, вышли несколько книг, но они не объяли всех, поэтому могу сказать, что руководителем второй делегации был внук намского князца Мамаха Намова Мохто Никин. Но правда, по пути обратно после приема Федора Михайловича он умер, конечно. После этого, через 2 года, уже Мазарик Базеков стал руководителем уже третьей якутской делегации. Это можно запомнить, да? Далее, почему я остановлюсь только на Максиме Кирилловиче Амосове, хотя сегодня мы кого можем перечислять в качестве основателей нашей государственности, то есть нашей автономной Советской Социалистической Республики. Это, во-первых, Максима Кирилловича Амосова, Исидора Николаевича Барахова, Платона Алексеевича Юнского, Степана Ржакова, Степана Васильева, этих 5 точно, но с ним работали и их многие соратники, о которых, конечно, это вот очень долго можно будет говорить, но вот этих 5 мы... Поэтому в Намском лузе на территории нашего музея планируется открытие сквера, посвященный этим нашим выдающимся лидерам, нашим основателям. Ну, как вы знаете, что
Также получилось так, что Максим Кирович Амосов поставил точку в этом вопросе. Именно он поставил точку в этом вопросе. О том, как это начиналось и так далее, расскажет присутствующий здесь Иван Петрович Пестряков, он тоже записан. Я только остановлюсь о том, как была эта поставлена точка и почему именно Максим Кирович Амосов поставил эту точку. Ну, тут, наверное, активная молодежь присутствует. Вот Егор Спиридонович Шишигин постоянно говорит, что вот эти самые лидеры нашей молодежи, которые собирались стать учителями, тогда была должность учителя очень престижная, они после окончания учительской семинарии собирались все-таки начать педагогическую деятельность. Но буржуазная революция февральская все их планы поменяла, и они, конечно, стали после посещения кружков политических Емельяна Ярославского, Сергея Никиты, Григория Ивановича Петровского, ученика марксистского кружка марксистами, то есть членами, сочувствующими большевистской партии, да? Партии большевиков. Вот, а Егор Спиридонович говорит, вот сами почему-то выбрали. А почему именно выбрали Максима Кировича Амосова лидером его соратника? Потому что он был самым активным, деятельным и по всем вопросам организатором, от организации досуга, мероприятий каких-то, и вместе с Платоном Аюнским они в Якутске в 17 году были самыми, можно сказать, первыми лицами при организации мероприятий и как ораторы, и как публицисты. Ну, вы знаете, что самая большая публистика у Максима Кировича Амосова и соратников, потому что мы насчитали больше 1000 публикаций за все время, да? Он очень быстро писал. Вот в прошлом году в музей приходили, по-моему, выпускники каких-то вузов, 2 парня, 1 девушка. И они специально пришли и спросили, а вы знаете IQ Максима Кировича Амосова? Откуда у нас такой IQ, да? Ну, они сказали, что примерно посчитали, это больше 150 баллов по шкале, да, IQ. Они предположили 160. Я, пользуясь случаем, могу вот предложить Олегу Гавриловичу как-то при помощи студентов может изучить этот вопрос. Они еще спросили, сколько по скорочтению у него получалось у Максима Кировича Амосова. Тут они предложили, что больше 500 строк. Да, это уже большой показатель на самом деле. И они предполагали около 600. Но это тоже надо как-то экспериментальным путем проверить. Это гениальные людей такие. Но об этом может говорить то, что когда Максим Кирович Амосов жил в московской квартире, у него было больше 5000 книг. И Олег Гаврилович сегодня сказал, что кроме якутского и русского языков, которыми он владел в совершенстве, как и оратор, публичный человек, он еще владел остальными языками. Поэтому получается, что он владел 9 языками, которыми не владеет ни один руководитель до сих пор у нас, и в республике, и в других регионах нашей России. Вот о чем хочется сказать молодежи, да? Ну, кроме того, я остановлюсь на том вопросе, вот почему этот вопрос появился о самоопределении, потому что в 2014 году Гоша российского пролетариата Владимир Ильич Ленин написал статью о праве нации на самоопределение. Эта статья была опубликована в журнале «Просвещение» в номерах 4, 5, 6, 14, еще в 2014 году. И уже 14 ноября 2017 года, это год, когда уже Октябрьская революция произошла, была опубликована Декларация прав народов России за подписями того же председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина и народного комиссара по делам национальности Иосифа Виссарионовича Сталина, где были указаны основные принципы национальной политики. По тем беспрецедентные принципы были, это первое, равенство, суверенность всех народов.
населяющих Россию. Второе. Право на свободное самоопределение. То есть каждый по своему желанию мог определиться туда, куда он хотел, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Третье. Отмена всех и всяких национально-религиозных ограничений. И четвертый пункт, это последний пункт, свободное развитие национальных меньшинств, этнографических групп, населяющих территорию России. Вы знаете, что как воспользовались Финляндия и Польша. Они сразу ушли, отделились, да? А многие получили свою автономию в виде республик, областей, краев и так далее. Да? В этом вопросе, конечно, этот вопрос не обошел и нашей интеллигенции, поэтому в 20-х годах уже широко этот вопрос обсуждался. И поэтому в июне состоялось областное партийное собрание с докладом, на котором по решению Народного комиссариата по делам национальной РСФСР по вопросу якутской автономии выступил именно Максим Кириллович Шамосов. В итоге была принята резолюция именно об автономии. Да? И 3 октября был открыт первый съезд революционного комитета в Якутии, который поддержал идею образования автономной республики и вынес постановление о проведении выборов в Советы в ноябре 1921 года. Ну, после этого вы знаете, что Максим Кириллович Шамосов решается поездку в Москву для решения этого самого главного в тому времени вопроса. Потому что обстановка была сложная, шла гражданская война, у национальной интеллигенции возникали разные вопросы, вплоть до отделения, присоединения Японии и другие вопросы. И тут, я напомню, что его усилиями при помощи соратников уже 21 января 2021 года Политбюро Российской Компартии Игорь Сильков обсудило вопрос об образовании Кузкассы. Первый председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин лично поддержал данный проект. А Максим Кирович, приехав в Москву, Иван Петрович, наверное, тоже скажет, 13 января вечером в Москве он добился личной встречи Иосифа Виссарионовича Сталиным в его квартире и убедил его окончательно в правильности своего вопроса про образование Кузкасс в составе РСФСР. О чем Сталин и написал записку своему заместителю Отто Карловичу Карпину, оно звучало так. Там же рассмотреть предложение под 2 пунктом о предоставлении не республики, а предоставлении якутам прав автономной республики. Я поддерживаю Амосова Иосиф Сталин 13 января 1922 года. Вот несколько месяцев прошло, как в Москву приехал, увидел Сталина, и собирается коллегия по вопросам национальности и положительно решает этот вопрос. В итоге Народный комиссариат по делам национальности во главе со Сталиным принял решение представления автономии Якутии. А само государственное правовое оформление Якутской республики завершилось решением президиума ЦИКа 27 апреля 22 года. Тут, вы знаете, этот день у нас отмечается День республики. Появилась новая Якутская АССР, новая и первая, как вот говорит наш первый президент, государственное образование Якутии. Таким образом осуществилась явная мечта всего народа. Между тем, он в Москве успел одним из первых открытия еще одного важного тогдашнего времени для Якутии учреждения. Это 16 марта, вот недавно мы отмечали столетие этого события. Он добился открытия представительства Якутии в Москве и стал представителем только что появляющейся в его непосредственном участии новой автономной советской. Тогда называлась Социалистическая Советская Республика. Роль постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации и сегодня очень важна для решения государственных задач. Якутии для короткого промежутка времени в Москве он успел познакомиться с руководителем страны, наркоматом, разобраться в механизмах государственного управления, но проработав несколько месяцев, уже в начале лета 22 года Максим Кириллович возвращается в Якутск. Территория еще была опята гражданской войной, и, конечно, предстояли работы по организации проведения выборов органов государственного управления в образованной нашей республике.
обладали организованной в 25 году первой в Советском Союзе, это при Советском Союзе, первая была научная комплексная экспедиция Академии наук. Академия наук еще это встала на свои полные две ноги, только образовалась. И он добился организации этой экспедиции. До сих пор мы пользовались сполна, и до сих пор этими плодами мы пользуемся. Вот недавно Егор Афанасьевич Борисов, будучи главой республики, предлагал организовать вторую такую комплексную экспедицию. Это, наверное, потому что первая экспедиция уже исчерпывает свои потенциалы. Также я немного скажу, по времени у меня почти ничего не остается. По рассказам заместителя директора президентского архива Республики Казахстан Людмилы Дегетаевой сохранилось большое количество документов, связанных с жизнью деятельности Максима Георгиевича Амосова в Казахстане. Его лично автобиография, многочисленные письма, распоряжения, постановления за помощью. У нас вот скоро в этом году планируется пробег автоледи. Наверное, кое-что они тоже привезут с собой. Хотя уже многие работали и гуляют, Елена Максимовна, по этим вопросам. В 1932 году, когда Амосов был рекомендован на пост первого секретаря Западно-Казахстанского обкома партии, совпал с периодом у них жесточайшего голода республики. И тут является смелость Максима Георгиевича Амосова, который в разрез прежней политики объявил, запомните, да, об удовлетворении поголовья скота в каждом отдельном хозяйстве. Это в 4 раза повысить при голодающей республике, да. Так, и еще я хочу отметить, что уже через год Западно-Казахстанская область заняла в республиканском соревновании первое место. Это вот осталая Западно-Казахстанская область занимает первое через год. В родные аулы вернулись, вы представляете, 20 тысяч семей скотоводов казахов. А в марте 1934-го Амосов был избран первым секретарем Карагандинского обкома партии. И благодаря его работе Караганда через 3 года стала 3-й угольным бассейном Советского Союза. После, знаете, Кузбасса, Донбасса, которых вы тоже хорошо знаете, да? Также, тут несколько стоит для молодежи подчеркнуть стиль самого работы Максима Георгиевича Амосова. Ныне преобладает такая практика, что всегда спрашивают тех, кто руководит на местах. А он имел такую практику, что с водителями, 2 водителя у него было, приезжать на место и разговаривать с самими живущими на этом месте. Поэтому он принимал самое правильное решение. Вот эта вот практика до сих пор не придерживается, да, у нас. Такой практики маловато даже сейчас. Ну и, конечно, в 1937 году в марте по указанию ЦК ВКПБ он переехал в столицу Киргизии, об этом вы знаете, что стал первым руководителем, при нем была принята Конституция Киргизской ССР, и он, можно сказать, устав создания новой союзной республики. Вы, может, даже зададите такой вопрос, мог ли, если бы он остался жив, из Якутской автономной республики образовать союзную республику. Об этом история умалчивает, конечно, но все возможно было. Но я подчеркну только то, что и там он поддерживал, как и Якутии. То, что их выслали, 3 Максима Георгиевича Амосова, Сидора Барахова и Степана Васильева, на 10 лет без права возвращения Якутии, связано с тем, что они начали возрождать нашу экономику, наших крестьян якутских. Да? Поэтому им приписали еще такую кличку — мелкобуржуазные националисты якуты. Вот такая еще у них была кличка, да? Потому что начался массовый подъем. Появились технические средства для работы в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, еще один вопрос. Они очень дружили с Платоном Алексеевичем Иудским. И вот в связи с этим, извините, я уже перешел лимит времени, скажу, что
зная в Киргизии, что 2 комиссии были упразднены, эти комиссии были по возрождению самого большого в мире эпоса киргизского народа Манаса. И он образовал 3-ю комиссию по возрождению Манаса. Это о чем-то говорит, потому что он с детства играл, собирал своих соседей, детей, и играл героя эпоса Ломка. А Платон Алексеевич Аюнский, вы знаете, что он вписал в свою историю в связи с тем, что он написал наш эпос «Рукомбалту стремительный», да? Ну, наверное, об этом, на этом, наверное, заканчивать. Но есть некоторые вот такие эпитеты, да? Многие слышали. Вот, например, Ярославский говорил: Максим яркий, да? А вот Хамидуллин легендарный Максим, да? Ну, революционный его соратник говорил, он пламенный. Ну, сегодня вот наша конференция называется «Бессмертный», да? Ну и, конечно, книга выходит тоже под названием «Бессмертный». Я бы еще добавил, что недосягаемый. Вот я вот однажды задал вопрос, кто-то из нынешней молодежи может ли стать руководителем другого государства? Такой возможности сейчас не предоставляется, да? Потому что обстоятельства другие. Даже вот эти 9 языков, которыми он обладал, до сих пор не достигнуты. Поэтому он пока недосягаем. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Александр Васильевич. И надеюсь, что мы с вами еще много раз будем на эту тему говорить. Алексей Ильич просит извинения, у него следующее мероприятие. И продолжая сегодняшний наш разговор, нашу конференцию, мы сегодня, конечно, все работаем для того, чтобы наша молодежь была исторически подкована. И главным нашим, конечно, альма-матер является наш Северо-Восточный федеральный университет, который дает фундаментальные знания. Иван Петрович, я вот так блин университет тахар. Я манна говорю, я бед. Вот место теперь. Да. О, Иван Петрович, я 5 капелин вот тахар. Александр Александрович Ильин будет говорить. Вы нету? Ага. Ну тогда мы сейчас слово предоставим Яне Егоровне Корякиной. Я могу на свой я мне как предпочтение, да, кем ты усидеть, а мы билеты будем. Яна Егоровна Корякина, учитель Натнамской средней общеобразовательной школы номер 1, внучатая племянница Максима Кировича Амосова, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия. И мы сегодня услышим о родственниках Максима Кировича Амосова. Максим Кирович Амосов тугунан, аймактарын тугунан, он тохсусуяттан сагалан сустала кенекетин шонда Мария Ивановна старостина. Букинеге сурибуттара. Мен бүгүн онда Иван Петрович эме кенеге тапап кенеге тарияна аспыта. Мен бүгүн Максим Кирович Амосов бүгүнтө бирге төрөбүттер тына калыннар тенибит устан тугунан такылгастык белендерем. Тум литература Максим Кирович Амосов тоғыз битти түрәбиттер, оннан тон сүрбәк бұдыркыттан олары өйдігіт, ол әдбақ тұру әдбақтарыттар өбәлдерді. Так, бастықына болғанда бияқа Максим Кирович Амосов ағата Кир Васильевич икітігі кәнен әңдібіта. Бастығы кәкенеттен кеде төт оғылақтен өрнеқ информация бар. Онтан болғана Кир Васильевич улахан Василий Кирович. Улахан баға дені аттағаты кене төт оғылақ, ол оғыларыттан Анна Васильевна Попова оғылары тынна ордынна білген көттін екускайға бағылар.
Кинелер бихи Поповта динатым, Анна Васильевна Попов, Василий Васильевич Кен Амма, Киритигер Кетакоптона, Тон Амма Чорта динатым. Так, Валертан Бутет Оваттан, Мари Студент Лоулахтар, Натальям Бри, Селлер, Поселлер, Валертан. Так, Антон Икискергиттен сам Лахан Сахарова Анастасия Кирамна, Захара Прокопиевна Киха, это такое кини Антон Тетовна, бу тюбелер генатывы, тюбе алосыгда. Захаров Афанасий Прокопьевич Кантор Оконос Гембарде. Когда же нагибы нарамия хетер было это, кини ами Тетов висоламыта ологолара билгеньер ологолар. Захаров Давлет Прокопьевич тен bir kıyamet tübeha bir yol semya olarak tıktalara. Захаров Африна была букетина в Бенит эпизоде. Третья дозис того мисла лафтарте. Он на самом деле Захаров Дмитрий Прокопьевич тем тюбене Амарат Ларабула Скрипсо Александра Семеновна Идоларонлар вот он это герой и адалата. Буда он это он это билин аблабар баре тет бести олартыр оларна сенелер десо косенелер олар. Так Антон Ахлопова Наталья Кировна. Бу билим алар кадрларына связьтан активит. Наталья Кировна Ахлопова Алексей Петрович Тихохайке таккан согломында Валийская Вера Алексеевна ден бу ине уга трудагата булдырин бачылагара хабарда Валийская Алексей Алексеевич тен кертена буда Сметанина Татьяна Тимофеевна Тимофей Сметанин Киха. Драк полосия номерлар олар билим Татьяна Тимофеевна oğlum tıklamaya olarak. Okloptu Arkadiy Alexeyevich den ola, Natalya Kiramna ola, Tiyot ola, onu Türküsü kendine Barbari Vanam'da Türküsü olanırlar startlarda, onu bu necillere Okloptu Maria Alexeyevna olan görevli isteyen olan yönetki olanlar. Belirgin koradından, hatırından belirgin olanlar. Okloptu Maria Alexeyevna'dan bana bir daha gitti. Самое бастыты Максим Кирович Амосовы öğretici sağlayıcı katılıkta teriyatçı ise ata levine yine bu dain atatan oskola kuruluktan sağlayan bilgin iti ulakan gосударственный музейler kuruluydu o kurulu. Maria Alexeyevna kuruluydu. Kendine daha o ortada öyle hakkı. Ondan gelen mukina Maria Kirovna. Kini lukini ya Andreevchen bütün kiydiğine takıpta onun bilgileri bütünler gelen kıymet biz oğlakta sıraklara artık bir yaka ben sarına Maria'nın içinde gidip mayağa ulaşıp oğlara yapıskayda mayağa vardır. Сами Прокопьевичтен Николаевич Тихохайке такан olmaya oluşumda bu bilgilerde представитель bu sami Vladimir Prokopьевич'ten olarak. Onda Artemonova Astrinishna Üsoğlağa bu oğullara bilgin namsat bağlılar kayıslarından cersanan olaraklar. Ondan Amosov Maxim Kirovich gelir. Максим Кирович это нахиде мерабилагат истаган бане Москва балалар яна Максимна тига Францияга олар сене аннелерden ensitте bu janlıkta ege milletten işler bisebel telefonundan eğitimden da ve hatta sabit kesedi. Antan Amosov Dmitri Kirovich yen ege ehabit bu Maxim Kirovich oğullara, kırklara dağını, siyenlere dağını bu yedi eğertin naş diyeduşka gelen kılları da
самый жугастык алтыспыт арахами гидравититрем болмасы Дмитрий Кирович Боров было. Тине бир оғономында Матрена Дмитриевна онда сеттауға үрәбі білінтелген Капустайнан, намынан, миірнейнен, борнайнан тәнеген оларауды. Ити күрдік мен бұл доғынаспын яқыды Мария Алексеевнаттан өкбүтім, кенеттен ертен, кәнекі өйдерден Туғай әнуден ағастан бұл аймақтыр түбән Мария Алексеевна сағалағында бір тұрар сұрып білгі кәлер көлуенені мұню, түмі бұл білгі туғас аймақтың маңны білілер кейі болан келілер сіданлара боламыд білге ме келілер олықтырын үйереттен келілер тап қалабыр олан сайдалларғар мен тұғыдар боландарын тәрие түрелері болар бұлдады. Онында мақсатып бағарар түгенге ұрақат түген болын, үрілер түген болын, боймақтыры түме сатағам ем болар. Бегі бастығы олаған түмсүйбір önce 997 Allah'ı buldu Maria Sevda Barda onunla Bulyada Maksimum'da Arovna Hakikaten Tağanada tüm semmet Abdun Çetibiyatı Takaki olan Programdan İstanbul'a açılı yarılı basın kiloşa masuk duraksızlığı döktü ülkeden onunla küsüyor oldu. Ondan sami ulağın terahimi bu yasılardan gördüğü doğusun. Birinci vasıfta Allah'ın süsüde sahip olduğular süsten taksa ağa bölüneleri bilgi olanı, bilgi bölüne onun da çatlarında olan bütün bunların kadarıyla administrasyon veriyor. Kadarıyla spor sağlıklı ministrluk güvende sayımlık geliyor adama. Onları da bilgin bunlarla çabuk Tanah saklar edildiğinden eder bölüne kıra çöktüğü asabın nağar çöktüğü olunca Premier'le takımına, Karayolun nakımına, trenin nakımına 200 çekeyi Munistan tuttu diye onu bunlardan teride sıcaktı. Bugün onu bu yakında reisi gorumla Semyonova'dan bir baktım. Bu Dimitri Kirilovich sene var. Onu pas Dimitri Kirilovich pasına amasla kira menjadi. Kalau mau siapa kini akan terarah berbeda-beda macam ini. Ini untuk menyustan, cetak itu menyahati. Selain masa sekarang kami nak expert penelitian tertaban belum. Kalau kita terang dengan, orang nyanyi tertaban orang kelenjar bilik masih kira semua sabs. Makhtara bodoh dia kelan nak lah Allah. Onda da bir sebep minemiye canan mağdur gittik ülkeleri tanıştık olarak ki Vietnam'da olarak da ülke tabii ben Oskola'da tarana Oskola'da ravasısta takım var onda yani kadar ülke Yalan maktam onu namacıyla o yöneticekler yönetiyor oldu. Ama kim tuttu da uçakta tehlikeli onun da yakın makam Народу келіп күтуді болатыннан әме кіра Максимдер үйінен тақсан ескендерден бағасын алтын екен. Максим так, слово предоставляется заслуженному геологу нашей республики, отличнику Министерства цветной металлургии СССР Ивану Петровичу Пестрякову. Maksimum olsa Abdülhamid Şekil'e orada geldi. 12 dönemde vardı. Onu gene attılar. Sovyetski Soyuz Komünist Parti'nin onu Vietnam diye Komünist Parti Sovyetski Soyuz'a geldi. İşte 1938 Allah'a şebiyete bağırlar. Şimdi eden durumlar. Bu bilgimde sakının baratılar. Arkıpka tizerge, Mosap Fonda'da bir orada edilmiş durumda.
Виден дизель, Коммунистической партии Советского Союза. И тендик жылы бу, уже говоришь, что мусор, я не было. Вы шатбак я не бартал пошел. Он иногда эти мандасы, туахтар Советский Союз, гинген, кая давар было, а что некие масштабы говорят. А мусор автономия шекеле, ну мен Аллахам артупаны көрдüm. Bakımına nöbetçi var da kiniye ona kalbak ne görmem de mantık gibi geliyor. Limen Moskva ki bu Sivastov'un onu bu samatın dokuyan geldi. Onun Moskva ama sabır var Moskva ya вопрос автономии был 40 лет. Onun bulana ama baştan Moskva varan kili автономия вопрос karşı kili olur. Onu ayıtıyorlar. Sama başlıkı bu proje varan karşı. O ki söyleyecek bırakıp Yunus'kayı arşipop partisi yerken bitirip yönetimin onunla törden muştanlar akamitçadılar Sakaylar Avtonomiya Respublika Bulak'ta baharlar. O kendikten Amosap Çıkağız Suriye kendini İtihana Büro Sekreteri ona Revkop Birstiyatlar Allah'ın oğun Sakaylar oğun tutan olan ki olan Çıkağı olan o da Şaraf'tan Yaroslavski Komiteden Politbüro kurulan Politbüro İtihana Avtonomiyadan bir gece bıraktılar, onlar çirke şarkılar, yani işte bu proje doğuştan bağırken. İçinde ki şu amusap narkomnaska oluyor. Lişne Stalin'den ilibattı. Onu Stalin örgünme sırada kaliyenin var. O kaliyenin var sanır bu gerçek şarkılar avtonomiya şaptayın. Onu çubuğlar gelen arzuku o muskeke komandörü kalır. Onu da dia bar onu bede arzukokan tar biren o muskeke khandı bu program yergen onu bu doktoran komandörler yapıyor. Arzukop onu bar bağışa kelam var daglattı Stalin sırada kalliyenin var. Nasıl kalliyenin onu verenlerin jakancan kenim bar bu kritik sagarlar otonomi verildi şopta için onu baharda amusabı onu moşelmede anlayınca onu tuak onu tahtar minillerine deken onu delegatlar siyasi boyundan kenar baharlarına adeken onu itini onu barakıtarga moşabı soraktı. İşte onu bu öyle görüşmenin haşeti buraya bizim proçum bu dilingine akmet ki moşanan amusabından bertebar mana bukan kan seperti itu juga mana mana kehidupan pola kini kita mungkin mana setek perbuatan apa mana kerja perbuatan di milan perbuatan jauh tu malah dia musab start itu musab dah lambaran dia trailer wala tak ada ide yang nakazui macam untuk belian autonomi orang mehba terjadi di dan barang baharan kalian jadi negara kerja bewal terpujan yang ada dokumen urutan ada والله نجد منافيشين برئيسة ووجه ستركتورة بهارشين الله خير وخير البنوم يتظهر وينسكي الركوب براخب كلمة براخب بالجوجة والخمس تعجبون والله مش مدن يتظهر ونم براخب مو هرجة كتبت ونم والله ذات والله دوكمين ومطور كم ناموسب وينسكي ona rukuk katalar. Otanne yefimep duskoy, tiriskoy diyenler de elbaktar. Olar kıralar da. Mumanna ola göre şu vakit sabah şapkatar. İtegemle amosap yakuska siyasi gelse kenge bombiros diye salayacına bular. O buenan de partine tuh salayacı buenan itulene barın kine salayanıdır. Barın alakadar dokumenler, oğullar alakadar munyaktar bolurlar. Ol munyaktar bide kavrama barın gördü, protokollar gördü, barıca alakadar ilivatta, bavatı gati, bavaca barıca avtonomiye biçeceği canlar ilivattılar. Ya onun ne de öyle görüşmeye olursak kadar bu siyasiye bir de profesyonel başarı работа yapıp siyasiye olacak cümle var. Bir de şapka eteli bir cümlemin hareketi
Jontan ya dokumen bardan komutlu olan ya ikiş duymakta ya onu bağırsa ya Moskova Amosap soğuta var. Manda emet delegasiya madde diye kuttu tıllar bağlar gınamaran soğuta mandat ki yakar verirler. Amosap kar verirler. Onda diyen orada Moskova diye bir kim yakası bürolar Torostunlar kalıp naskar İştahira abdolumay bu badak o ulaşır bu nokta yan uğrak dağıttırmaylar. Orada bu Mosap kelbit kemiler bu temel yakay örbuğaya sakaylar bile varan dokumen varan yaktan inan yakay bile varan kelbitler kemit akas betul. Ontanya kini tuha Stalin'e bir gelir. Yine kadar. Bu anlamda bildirin. O Stalin'e bir gelir. Ya şey kapşır var. Yani buzurun bir gün tohtan yapıdan yamunca konu var. Tohtan bu tohtan var. Bakalım ne kadar ya ki ne tarafından diye sakar yaptığını bir alacak. Yolda gelen Stalin ite kıl çerenelerinden böyle aldırak töredi bunlar. Itu Mosap etinden Pajir bayar Mosap aja jabatan. Kecerdasan bete jabatan itu putar mirin bol sotorta kata Moskva itu putar diulum. Itu pagini dokumen milinara mihar var bulakta. Itu kecerdasan orang yang jontom kalaja itu kan kim Stalin buradan berkemnas buat aksar kalian itu orang kok kalian Amosap sejibitken bular apta. Bu mende sangat oldum. Moskvadan tuh dokumen onda kadar Amosap bete bu kalian sejibitken. Oldu bende bir yer kanada şöyle baktara da kiniga da vardı. Onun bu telde khata varlar. Munyaka Amosap bete sejibitken ya yakay orullardı. Onun neyle bete şunu kaptağılar. Stop. Anetical liga uragan turan soltalar. Itu narkomda surah. Itu starting ini. Untuk timular pada bureau var. Pada bureau bureau itu starting adalah tuh. Abi culture na oribut. Zaten anu Troskay itu kharajir na oribut. Kaminap Zinovyetin. Itu onları şey bilir sorukta bilirler bunlar. Tuh Sastav tadra itu Troskay Kaminap Zinovyev dan tekan sudah apalagi kita jemur bosan bosan bahaya salah orang jemur menikmati sama lokal jemur politburo sih terlalu tinggi apalagi macam baru ini itu politburo uragan nafsik ini uragan itu dah tuh ya itu dah tuh sultan ini menjadikan masker Amosap saja bahater kutu sultan mana Stalin politburoga kini sama melawan jangan orang luar pasti praktis kegiatan mau mentoror hajar. Ane itu inan genset mulakta mulakta belum nene hajar. Praktis mulakan untuk sikapnya kini ane tuaga Çilen, rejim Çilen'e. Ona barda kaputta iskvacina. Itu bir Stalin barda ini keriya jemaah. Politburo onda sikapta. Ona kini narkomda suraga sudah sutlak yapar. Contoh mana itu onu bulan dia tuak itu dekret taksirta. O dekret taksirnya tuak rane bak tuak seri tuak bidardar bulan takter. Ondan da bunlar bu kim kalır? Amosap falan kim var işte. Onu böyle görüşmenin nahasakta belki Amosap tam kadın itibak posta partı bağlı değil. Onun için dostoyevni var. Amosap tikemde soğutan hayır dokumen mana baharan kini şurat kodak kini bahatar. Aptanama bakıldı. Tohtanı makiri var. Anne tikemde şik yakın bakında teriyer. Komisiye tuh belajar Allah dokumen. Bapak gereja tuhan mahasiswa tuhan bilim respuser tuhan konsultor sebenarnya sambil orang terdaksilat karakteristik untuk bola. Dia komisiye tuh dia. Tuh Christian Pavlovshan istana sovyetler komisiye bersedia.
онтан Амосап, онтан Колесап, Гавриил, онтан Гавриил Колесап, онтан Гавриилап, онна Новгородап секретарь. Мары бей болтыр, комиссия бей болтыр. Дети болтыр, чонда бойда қайда оқын документін орбыттыра, солта тоқтын хал оқаны. Аны бұл документтер, бұл комиссия документі наркомнашқа барама көрілдер, оны бірді тоқта моғылға оқ заген утвердіңдер, оны наркомнаш бұл документін орды да полиция бұқы ширкі барам барта оқ барам еді. Егендек кәдеке консуматор декрет онан тақшырды. Онан болғанда мен әтеметі Амосап Аптынымайба пұролар сағма-сағма оғын тені болар. Оны де аранидан ұялар, ол кәнте мен бәйімі ғынағынан ойынышқай болар тақчы, Аршықоп, онта де Амосап екі-үш төме қағылар, бітіннәй ефегеп чен балалар, Донской ендер күтталар, Тверской, ендер әлбәқтар олар күттілері қыра. Одан жинақ әлбәқ болған документің орғы Аршықопының үйіске бәйлері түндірігінде оларын сұрген қаян бұғын ордықтыра. Мақтал Иван Петрович. Жылы керемет қатырық муниципалитет дәрілі бағлыға Юрий Вячеславович Дьяконовқа. Бүгінден Лучшылық государственной деятельности Секретарь Мосап Азым Үйреттер конференция кітілақтыра. Бәрі белебет қандық бағырар олық оларын кәлбет үстөретігір жүгірия аттыр тұңыз тұттыр жындақ болар. Келілер да қайта кәптес кәліне ұрықпыт туға ден белән ұқсуған оларына ағындар. Бүгінгі конференция ұлықта ғында Никеляден беледен тұран Лучшылық полицейский ондар государственный деятель Атын омук жонугар яркий Максим Демпет, Максим Кириллович Амосап тула кәчетер бетиттен үнер көліне кейін тұттау тұлына мақтаны өді. Кені дөрәбет нұрудың жүрбәй сүйе сайдығын кейін артығыр үктендерер ұрасаналағы тоғыттырын қытта. Большевизм идеятын бұғатчы ұлыда. 19 састағы Максим андойдың үкке аңа қайыппыт Россия нұрудтырын жылғатын тосту әркеппет Ласавык партиятын әрәләқ байығы болуда. Максим Амосап тәйінчағы 390 шақтасылдаққа ақсаны үрбен кегенігір, намылығы бір қатырып әйелігір, атчы әрі дечерке, кир бәчелеу шуғынына Анастасия Ленжон Амосаптар дейін, үйрау соғы жадыңы жегіргенігер көншерін көрпіді. Максим бұғылға бәйі соғады. Үйраққа жанырдағын көптірір, ол кемнағы намнағы Народный училищені, Жукускай город училищетін, Жукускайдағы учутал семинарiyетін, Москвадағы қығыл профессура институтын бідепті. Таптыр сақабыт сенің чечері сәндерін тұрғыр олығын анағыт, Кең туттар чағылқай Максимовт атын солын үйлетін қамлаған республика өспіреттігір өйдетіке керінек берділдер. Максим Амосап түрәбет кемегер түйінчағы 390 жылдағы бүтін Россиядағы маңнеке бербес кемегер қатырып нейелегер барда 100-дөддің 3 сылғалы соғылығы. Кейхетін ақсаны барда 700 үлбі әтті. Ол егер 316 әрке 301 жақтар еді. Білген қатырып нейелегер түйінчі 5 кей олырыр. Үлелер қамсыр. Алтат өлбі, алтап шерсімнен түйісі, бір коммерческая соқ, Максим Учатраден түрілі. 10 депутат, 10 тірәйінді қайысты, 5 ұлбанет. Әліппетер Максим Кириллович Амосап атын жүгір Сахар Республикатының государственность музейі 3 әтәсті ақтас қатырып орта школада. Кәскел онда керечәлі осколын инәғы сағыстағы оғылыру ұғыяндыра. Модульный қатырыптағы врачебный амбулатория, 3 мағағын, 1 бекерді. Общественный түмешілер кейіндері. Сақат рас нефтегаз, бағары ұтыры жаз, нақоннан коммун теплоэнерго тәріттелері бады. Бүгінгі күнген әйлекпет социально-экономической тұтылуғар сайты тұтыл ұпыростыра жүкердәқтік үлеленер олыққа керіндер барабытын өрдер сүркебетін көдіғыр. Құттылы суы қачыстаулақ темір көрелер соларын нысанарны бірайық черчетінен анығы елді бірге петтер олықтауқтыр, өр сыл бағарпыт бағасан абын нам қатырып асфальт жолы алдында. Өр сыл тұрысы Максим Кириллович Амосап атын жүгер қатырпытапты школатын капиталнері болын үйледі республика бюджеттіттен оғылды. Білген осколаға бастығыттан 11 класска дере үшішілік ағыз соғы веренер. Осколауыт сағары моннамыт тұпсағай сірігер Максим Учаттар не дебет.
качестволах верекка талаабыт, аны олох өлтебилин ылынарга кең билини арыябыт. Максимум осо верекка били кыһытын олу бурбут холобурун оңостобут. Культурно спортивный эбэ хайскалах кең тутутун баппуруга жешелген сетен республика бюджетинен тутута быйыл сагаланы. Бу биһиги нээлик бюджетугар сергетигер саңа саңактарар ер кийин болар. Карпак жени көйрүү программа чечитинен 10 квартиралах, толурук ачылылах, жейбага йитте. 15 местелах ого уянын сайты түйен каркага туттан быйыл тутулдан бүтен карачандырбыт саңа кийин кон челенердире. Максим Кириллович оңосо юбилейгер бигергитилибит официальный балары тахынан ээленебит олоң качестводун тупсарар арас конкурстарга программаларга өктөктө куттабыт. Ол курдук холобур тысяча долларов программанан 15 миллион сумалах республика сквери тутулугар конкурска кыттан кыйдыбыт барыйга олоха келдири быйыл сагаланыкта. Бүгүн тутуу министерствотун конкурсугар сетийлакты кыттанбыт бир улахан үнени дена максимумдан мосаба атынан кварталга вот жетимен колдуку субсидиялан 4 хайбага вот кипти. Олоктон 17 элбак оголак хайбада болар. Тыгайстын министерствотун линиятынан конкурска кыттанбыт катырык керитин аныгылы көстүлөк оттак көстөк стелдин олдунда чөл туруктак олох теренер кийин хелеге боламыт улуспут гранын кайын атамай төлбөтигер ого университетинер спортивный площадкатын ордурду. Олоктон эленеге онайын программаларынын парка самартылар үлети тылында бу курдук нээликпит тупсагай көстүлөнергер жон олоң качестводу тупсаргар элбек үле барды. Быйыл кадырк нээлеге соокка бичикке кирбите 300 агуга 5 сылын белети Максим Кириллович оңосап дөрөбите 305 сылын белети юбилейне сылбытыгар өссө элбек үле барыкта. Кадырк энегитин үле жондордох сайдылах олоктох ытчат жон келен же вот туттан ого уру төрөдөн олоксуен улуу Максим оңосо дөрөбит төлбөтө сага чирин бир бастын биге туруктак директак нээлеге болорун сетиектак бит. Онно хас битен нээликпит кейдиттен тутулуктагын өтүбүт. Максим Кириллович оңосо хатын өйттер биги өтүк еспит болорун белетен туран бейттен кылары бартын оңоробут. Эндикидин даганы дөрөбит төлбөбит сайдарын туугар бир сананын ыкпыт тиерин үлөбүттен эрендеребит. Оңомка тийин байлар. Дальнейшего процветания во главе с вами хатырскому наследию Юрий Васильевич. И в вашу эпоху должны будут остаться исторические дела, которые будут потом вписаны, что вот 125-летие год автономии республики, глава улуса, глава наследов сделали такие-то большие великие дела. Желаем вам больших успехов. Так. И сегодня также мы хотим услышать жителей села Хатырык, поющих мужчин, которые являются надеждой нашей республики. Not
слово разрешите предоставить главе Анамского улуса Юрию Иннокентьевичу. Микрофон. Maşallah bu birbirinden nasıl bir şey bir besin belediye bir muhammeliyete aspetden işaretten bir keskin materyal teşekkür nasibinde bir yıllar bu Атын Максим Клесимов соратниктарын кыттыванимат конференциялардан тентүр конференция мен Максим Клесимов тоғынан болуы кинолор үдірдер қымнағырғандыға оны ме көші бүттен әрінебін бұл хепкеде әйті шамандық келәйіндер чыққынан ананондар үтчат өтдер келдерен нада Biringi mantık Türkiye'nin kılkanlar kemine çapıtır mantık tepetapıtı bilen duran restorantin teyi tukurtuğu dağınan var bu işi. Ve bir türlü şahırlıkta mahtar olduğunu yıkaydı. Maksim Kireviç olsa bir gösterisinden spinalıkta olduğunu, tamtınların kalıkta olduğunu bastıkları olur. Arşivine dokumenlerin takastırma materyallar bağlılar. Onu bu übrede halkı bir tahramut eşeki arama eşe mantan indikatin içinde mektup batıp durur. Öyle olarak da onu öyle taktar bitecektir. Sebep madem turan men Tatyana Pnaşim'in avutuyla terisi durmaktadır. Bildirelim. Onunla Мария Семеновна верит. Распоряжение о награждении почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус, за неоценимый вклад в развитие культуры улуса в связи с усилением, с успешным проведением Республиканского национального праздника Исыхалоха 2019 и в связи с 125-летием Максима Кировича Амосова наградить знаком за вклад в развитие муниципального района Намский улус Гоголеву Татьяну Афанасьевну, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, глава Юрий Слепцов. Әдәлебет, истирәптеттен мақтанабыт, намылығын күтіріләйбет олығыратта, енігдің өсіп үске өленехекбеттен бөгәрәләкбет. Күнді Юрий Иннокентьевич мақтанабын, олыққа үйеға аспытын кәнді знак тұттарабын дейін қастам әті ғылдылатыр, түн олықтағын тұттар бартығын қатыр бүгіні үтеу жайынақ Негенапын награда кетен келді бүгін біз алғы мақтанабын. Оттан республика бары ұлыстары кеттегелейбін үлі қамнас сәлдейтін туғар үсірақпеттен сақа серені олары дойдыларын таптыр гына бәлерін жоғын жонын антырын мінер гына иді хатығын ол үлебен ұлыстар сеналылардан республика сеналылардан мақтанабын, онда да оқиябын. Онда бүгін бұл Юрий Иннокентьевич bu oluklar bir sürü geldiğinde sılanlar edildikler elbette rehani hukukut onda bugün bu etene harekon bağırı neler içetlerken amın ha bu kırıp ücrette ha bu manlık ölüm kemge kanlıdan barahan gibi gösterke oğunca hıyağın müddet taharlatı derecemin kuru geçebin elbette uluslar gölleri hemen o kadar barın kılabıra bu namuluğun kurduk köktüktük, namuluğun kurduk taharlattık onda cim çakçı oğunca belki geroydara gelen
сыджарын курдук терехине, бuna улуга терепитеден курук сценалыбын, Канадатын улустарга кейтек билегетебин, onun tartı falan komayallar. O zaman bana deyge elbette talanlar canlı olanlar, elbette huduruşluklar olanlar, o bilyerde kurufatlar, uşilişçiler, kolejler olanlar, talanlar tarpaktan hırçatlardır, üyelerge, bu sakan rodun gergede, üyetide, üyeleri hamsi sıkyaları bu, yaha olan koğutular, nahalıhan tepküş boğulda. Yine veren bağırabın, hege ülağında anlaskıtır sesitihini, onlardan bu lebiter hanımlıkta büyük kalem kıttığı cımga barıgıdır maqtanabın. Bugün kaydağına şöyle itileyene bağay, tırnaktı bir sübüt, bu neler konferensiyalar barıda, bile hamsi kömüllefet boğan barıda, bugünden barılarında Zoom'undan. Ondan bugün bu artık arılan, ösed arılan istin, Respublikamın tüyüs sılıgar anam bütterehender barıda, tırnaktı görsen, Bebe bir dinleri gebten atastasıhan, bilibidin bersen, kalölebidin iyiterge barı, kamni budu duru, nelerendere duran, yamıda Бүгінгі конференция кәлен күттіні ұлбыт саналарын әппет, тыл әппет, күнді жандар бұтығар, ұлыс жағдатын атырдан мақтал бұтын білдері бет. Сидоров Олег Гаврилевичка. Сидоров Олег Гаврилевичка, филологическая наука кандидатыгар, доценга, Максим Крышамосов атынан Кодугулинге федеральный университет, журналистика кафедратын хебетсейгер. Наталья Николаевна Малышева, Российская Федерация почетных активистов, Саха Республикатын культуратын үтөлер лехетигер, Саха Республикатын национальный архивын директорын халвиячетигер. Кириллин Александр Васильевичка, Бейбит Бихибтиге, Максим Крычамосов атынан государственность истории Федеральный Республиканский музей директоригер. Это спотентанный доктор. Карякина Яны Коромнага, Саха Республикатын үтөлер учуталыгар, Максим Кирович Сейнбалтыгар, Наман Игудемерде Ортос Колытын учуталыгар. Улахар мақталыгытта. Иван Петрович Пестряковка, Саха Сирен почетта биологар, Саха Советской Социалистической Республики СССР Светной металлургиятын почетта үлхетигер Амасововетка. Улахан Махтар Иван Петрович, Салгы Махтанабыт Юрий Вячеславович Дьяконовка, Хатырыкбыт Нехлеген Бахалгар. Шәп оны бүгінгі күнге бігерге мақталбытын білербе Саха Республикатын национальный библиотекатыгар директор Саргана Васильевна Максимоваға. Библиотека ләхеттердің кім бары бағансы тақсан. Мақтанабыт национальный библиотека коллективіға өлі күгілді бірге өлі қамсы ғылдерін бары бір жылаға тахарлақты түпсе оңдер өссетігіл үңірабыт. Сөп оны бүгінгі күнге бігі кәттер әхіметін конференциядан кәлен сұрттарбыт мақсым уалаттара бөліққа әмен бәйбіт мақталытын білдерімді. Мақтанабыт әдірікчаттар өрөдің бұғырлық үйді бұлақпыт Максим Кирович Амосов үйде атын өттерге қылақытын келдері түріндерін үңірабыт. Лариса Никитина вятин генен упата дети Саргалана Васильевна генен улас. Лариса Никитина. Берехем Лариса Никитина. Терехимитин бартын Украйбедине делатерьер. Лариса Никитина Бричкина Салаячила. Онан де бахалыста бары 90 тыстайынан Лариса Никитина мақтанын. Оны білейін қара қатысқа жөйбін. Бахалыста босты олыңдырыңыз бар. Олар кемейкен онна өйелерге қалар қатысқаны. Қатысқа жөйбін.